А в населенных пунктах, где ураганы уже пронеслись, на днях продолжаются восстановительные работы. К примеру, в Алданском районе скорость ветра бывало, что достигала 20 метров в секунду с понижением температуры до 0 градусов. Упали деревья, антенны, рухнули крыши. Это далеко не все последствия. Репортаж Татьяны Вахниной из Алдана. Поваленные деревья, упавшие щиты и антенны, сорванное листовое железо с крыш, обрушившийся на Южную Якутию ураганный шквалистый ветер повлек масштабные последствия. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий, и все службы находились в режиме повышенной готовности. Тревога оказалась не ложной. Ожидали мы этого, в принципе, ожидали, просто не ожидали, что будет такое немалое количество отключений. Но в основном мы устояли, надо сказать, потому что отключения были только в основном, касалось 0,4. По 0,4, в принципе, немного отключений. В разы меньше, если бы это отключалась линия класса напряжения 110 или 35 киловольт. Погодные условия повлекли отключение электроэнергии. Вследствие сильного порывистого ветра произошли многочисленные обрывы линии электропередачи, а также падение опор. В результате аварий обесточенными оказались сотни домов. Скажем, целыми улицами, да, допустим, фактически проблема одна. Где-то опора завалилась, там еще что-то. Поэтому в среднем, около 30-40 отключений. Но если в целом собрать заявок с города, то, конечно, будет больше. Оборванная в центре города линия электропередачи предположительно стала причиной пожара. Провод упал на прошлогоднюю траву. Моментально вспыхнули искры. Ветер способствовал распространению огня. И за считанные мгновения охваченная пламенем площадь увеличилась в несколько раз. Пожарные расчеты приехали через несколько минут после вызова, и огонь удалось потушить быстро. Позвонили и сказали: Ира, у тебя огород горит. Я сюда и прибежала. Тут рядом постройки, все, если вспыхнуло бы в такую погоду, то бы все сгорело. 30 мая без электричества оставались поселки Якокут и Ленинский, часть микрорайона Солнечного, а также несколько домов в Алдане. Ремонтно-восстановительные работы продолжались в течение дня. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.